Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Укшара. Я его ведущая Наала Кови. Сегодня в программе. Бадра Гунба и Сергей Кириенко провели рабочую встречу в историческом терминале международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба. Речь шла о ключевых направлениях абхазо-российского сотрудничества. В Сухумском международном аэропорту имени Владислава Ардзинба состоялось открытие нового терминала площадью 5000 метров в квадрате. Терминал оборудован 20 кабинами паспортного контроля, 9 стойками регистрации, 2 лентами выдачи багажа. Прошедший 2025 год стал для железнодорожной отрасли республики по-настоящему прорывным. От запуска комфортабельных электропоездов до рекордных показателей грузооборота. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл в Абхазию для участия в Международном экономическом форуме «Абхазия. Инвестиции в будущее», который пройдет в республике 3-4 апреля. В Сухумском аэропорту его встретил президент Бадра Гунба. Кириенко и Гунба осмотрели выставку работ участников конкурса детского рисунка «Крылья над Сухумом. Мост дружбы». Бадра Гунба и Сергей Кириенко провели рабочую встречу в историческом терминале международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба. Речь шла о ключевых направлениях абхазо-российского сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в социальной, экономической и инфраструктурной сферах. Президент Бадра Гунба поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за открытие аэропорта Сухума и содействие развитию Абхазии. Сергей Кириенко отметил, что Владимир Владимирович держит на контроле все договоренности, и для него развитие партнерства России и Абхазии – важный приоритет. Он также обратил внимание на позитивные изменения в республике. Прошел ровно год со дня вашей инаугурации, и очень многое поменялось в республике. Но впереди еще огромный путь. Масштабные преобразования только начинаются, заявил Кириенко. Стороны выразили уверенность, что результаты Международного экономического форума, который в эти дни проходит в Абхазии, будут ощутимыми и долгосрочными. Подписано соглашение о гуманитарном взаимодействии Абхазии с банком ПСБ. Бадра Гунба и Сергей Кириенко приняли участие в церемонии подписания документа. Банк и республика будут развивать сотрудничество в сфере пенсионного обеспечения и оказания финансово-кредитных услуг, в том числе с целью повышения качества обслуживания граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. Документ также предусматривает проведение консультаций по вопросам предоставления банковских услуг физическим лицам при реализации гуманитарных задач и обмен информацией в рамках совместных проектов. Действительно, мы сегодня подписали соглашение с Республикой Абхазия о взаимодействии и расширении присутствия банка ПСБ на территории Абхазии. Это взаимодействие началось год назад, когда по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы здесь открыли свои представительства, и банк стал осуществлять работу. Мы стали работать с пенсионерами. За этот период выдано более 21 тысячи карточек пенсионерам, получающим пенсии из федерального бюджета. И этот год показал большой потенциал работы. Присутствие банка здесь, в республике, играет положительную роль и такого некого стабилизирующего финансового фактора. В Сухумском международном аэропорту имени Владислава Ардзинба состоялось открытие нового терминала. Терминал оборудован 20 кабинами паспортного контроля, 9 стойками регистрации, 2 лентами выдачи багажа и способен пропускать до 400 пассажиров в час. Обо всем подробно в материале Шазины Ханагуа. Открытие новых терминалов стало важным этапом развития международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба. Теперь его пропускная способность увеличена до 400 пассажиров в час. Открытие нового терминала позволит эффективно справляться с растущим пассажиропотоком и поддерживать высокий уровень обслуживания, знаменуя новый этап в развитии транспортной инфраструктуры страны и создавая современные условия для приема гостей. Аэровокзальный комплекс площадью около 5000 метров в квадрате оснащен зонами пограничного, таможенного и предполетного контроля, соответствующими требованиями к международным аэропортам. Благоустроена привокзальная площадь с парковочными зонами и остановочными комплексами для наземного транспорта.
К открытию терминала завершено восстановление аэродромного комплекса международного аэропорта Сухум имени Арзанба. Реконструирована взлетно-посадочная полоса длиной 3140 метров, способная принимать воздушные суда различных типов. Установлена система светосигнального оборудования и радиотехнического обеспечения полетов. Благодаря совместным усилиям двух государств после более чем 30-летнего перерыва в мае 2025 года между Абхазией и Россией возобновлено регулярное пассажирское авиасообщение. В церемонии открытия в режиме видеосвязи приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев и министр транспорта Андрей Никитин. Министр экономики Абхазии Теймураз Микваби отметил, что ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса аэропорта Сухум – это стратегически важное решение, которое не только повышает транспортную доступность Абхазии, но и формирует современную инфраструктурную основу для роста туризма, деловой активности и привлечения инвестиций. С 2023 года при активной поддержке Российской Федерации в лице Министерства транспорта и Росавиации в Республике Абхазия велись работы по восстановлению имущественного комплекса международного аэропорта Сухум. И сегодня тот замечательный день, когда я могу сказать в голос: приветствуем вас из международного аэропорта Сухум имени Владислава Григорьевича Арзанба. Это аэропорт, который, как было сказано, объединяет Республику Абхазия и Российскую Федерацию, в том числе и дальние регионы. На текущий момент работы по аэродромной части завершены в полном объеме. Также завершены работы по вводу в эксплуатацию двух новых терминалов, которые значительно повышают комфорт для пассажиров, прилетающих в Республику Абхазия, и в первую очередь туристов из Российской Федерации. Уважаемые коллеги, хочется сказать большое спасибо за поддержку, которую вы оказывали на протяжении всего времени проведения реконструкции имущественного комплекса. Андрей Никитин напомнил, что именно в Санкт-Петербурге в 2023 году был дан старт реконструкции аэропорта в Абхазии. Он подчеркнул, что сегодня развивается сотрудничество с Абхазией по всем ключевым сферам транспорта. Завершаем реконструкцию исторического здания терминала. Наша работа существенно повышает доступность Республики Абхазия, обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров, способствует укреплению связей и развитию туризма. Сегодня мы развиваем сотрудничество по всем ключевым сферам транспорта. На железной дороге в 2025 году пассажиропоток вырос на 40%. Сообщение обеспечивают электропоезда «Диаскурия» и составы дальнего следования из Москвы и Санкт-Петербурга. Запустили скоростные морские кометы и средняя загрузка рейсов 95%, а также систему единого билета. Модернизируем автомобильный пункт пропуска «Адлер», один из самых востребованных в России. Планируем и дальше работать над тем, чтобы поездки между нашими странами стали более комфортными для жителей. Специально к этому дню участники народной сцены Лабджаба подготовили подарок. Затем состоялось награждение победителей детского художественного конкурса «Крылья над Сухумом. Мост дружбы», организованного международным аэропортом Сухум. Генеральный директор аэропорта выразил глубокую благодарность всем участникам конкурса. Большое спасибо маленьким художникам, которые нашли время, возможность и изложили свои мысли на бумаге. Могу сказать, что все рисунки, на мой взгляд, особенные, нет одинаковых, много интересных творческих идей. Поздравил победителей и участников конкурса и исполняющий обязанности руководителя Россотрудничества в Абхазии Вадим Банников. Из более чем 200 представленных работ были выбраны 27 призеров, распределенных по 3 номинациям и 3 возрастным группам. Лучшие работы могут быть использованы в интерьере аэропорта. Шазина Ханагуа, Раму Камкия, Абхазское телевидение.
Авиакомпания «Руслайн» запускает новое направление, которое свяжет Сухум и Уфу с 6 мая. Полеты будут выполняться один раз в неделю – по средам из Сухума, по четвергам в обратном направлении. Рейсы запланированы на комфортабельных 50-местных канадских самолетах до середины октября 2026 года. Время в пути составит 3 часа 20 минут. Стоимость билета в одну сторону от 8609 рублей. Железнодорожное сообщение Абхазии выходит на новый уровень. Прошедший 2025 год стал для отрасли по-настоящему прорывным. От запуска комфортабельных электропоездов до рекордных показателей грузооборота. Тема влияния железной дороги на экономику станет одной из ключевых и на экономическом форуме. О том, как стальные магистрали меняют облик страны и привлекают тысячи туристов, в материале Гугуцы Вардания. Еще одна новая глава в истории Абхазской железной дороги началась в мае 2025 года. Именно тогда между Имеретинским курортом и Сухумом был запущен электропоезд «Диаскурия». Совместный проект АЖД и российских коллег из РЖД доказал свою востребованность с первых же рейсов. Только за 7 месяцев работы с мая по декабрь современный состав перевез более 156 тысяч человек. Время пути с Имеретинского курорта до станции Сухум составляет 3 часа 35 минут. И хочу тоже отметить, что это с досмотром пограничного и таможенного досмотра. По станции «Веселый экспорт» 40 минут и по станции «Цандрыпш» 15 минут. Маршрут продолжает развиваться. В ближайшее время «Диаскурия» начнет делать остановку на исторической станции Гума, откуда продолжит путь до центрального столичного вокзала. Это решение сделает поездку еще удобнее для тех, кто хочет сразу оказаться в сердце Сухума. Это где-то в мае-июне планируем мы. Вот сейчас работы, кстати, уже в начале должны приехать монтеры, ввести туда контактную сеть, чтобы электропоезд сам своим мог доходить до станции Гума. Железная дорога сегодня – это не просто транспорт, это мощный драйвер туристической индустрии. Общий пассажиропоток в 2025 году превысил отметку в 400 тысяч человек. Такие показатели – результат масштабного обновления инфраструктуры. Старинные станции, долгие годы находившиеся в запустении, снова оживают. Сегодня вокзалы в Гагре, Новом Афоне и Сухуме становятся настоящими визитными карточками городов. Туристы выбирают поезд не только ради комфорта, но и ради эстетики. Атмосферные платформы превратились в популярные фотозоны с историей, притягивая в республику еще больше гостей. Была восстановлена платформа Абата. Сейчас работы ведутся по павильону Гагрипш. Восстановлена станция Гудаута. Восстанавливаются работы, ведутся по станции Новый Афон. Также была проведена работа по станции вокзала Сухум. В дальнейшем мы то, что рассчитываем, позитивно скажется на качественном обслуживании наших гостей, прибывающих в Республику Абхазию на железнодорожном транспорте. Параллельно с пассажирским направлением высокие показатели и у грузового сектора. 2025 год стал для РУП АЖД рекордным по объемам перевозок. Предприятие обработало более 17 тысяч вагонов, что в весовом эквиваленте составило 1 миллион 186 тысяч тонн грузов. Работы в этом направлении продолжаются. Участок Сухума-Чимчира сегодня ведется большая работа по устранению замечаний после прохода пути измерителя усилиями 4 бригад. У нас сегодня участок Сухума-Чимчира в основном идет перевалка угля. В этом направлении ведется большая работа о бесперебойной доставке контейнерных поездов и также грузовых поездов с различным грузом. Успехи абхазских железнодорожников получили высокую оценку и на международном уровне. В эти дни делегация АЖД во главе с руководителем Арсомом Читанава по приглашению генерального директора РЖД Олега Белозерова принимают участие в масштабном транспортно-логистическом форуме в Санкт-Петербурге.
Глобальные коридоры, цифровизация перевозок и новые маршруты. Повестка форума максимально насыщена. Для Абхазии это шанс закрепить статус надежного партнера и привлечь новые инвестиции. Тема влияния железной дороги на экономику станет одной из ключевых и на предстоящем экономическом форуме в самой республике. Ведь сегодня уже очевидно, развитие путей сообщения – это кратчайший маршрут к процветанию страны. Гугу Савардания, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. Президент Абхазии Бадра Гунба совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко посетили набережную Махаджира в Сухуме, где продолжаются работы по реконструкции. Археологи отметили высокую историческую ценность объекта и важность сохранить обнаруженные элементы культурного наследия. При дальнейшей реализации проекта будут проработаны решения, позволяющие интегрировать эти участки в общее пространство набережной и обеспечить удобный и безопасный маршрут для туристов с учетом сохранения исторического слоя. Бадра Гунба и Сергей Кириенко ознакомились с проектом реконструкции набережной в Гудауте. Проект реализуется при участии Самарской области и города Самара и направлен на комплексное развитие прибрежной территории. Сергей Кириенко отдельно отметил, что работы ведутся по собственной инициативе самарского бизнеса и общественной организации «Офицеры России». В ходе осмотра были обсуждены ключевые параметры будущего благоустройства. Было принято решение убрать на протяжении всего променада старые плиты, оборудовать территорию элементами современного благоустройства. Кроме того, рассмотрено комплексное повышение уровня комфорта для жителей и гостей города, а также меры по увеличению туристической привлекательности страны. Стороны подчеркнули важность последовательной реализации проекта и отметили, что обновление набережной станет значимым шагом в развитии городской среды Гудауты. Бадра Гунба и Сергей Кириенко также обсудили ход реконструкции улично-дорожной сети Гудауты. На участке дороги отремонтированы за счет средств Российской Федерации. В рамках программы, финансируемой из федерального бюджета России объемом 1 миллиард рублей, в 2025 году стартовал первый этап реконструкции дорожной инфраструктуры в Кадорском ущелье стоимостью 205,5 миллионов рублей. Завершение всех работ на этом объекте планируется к декабрю 2026 года. За последний год проведен капитальный ремонт 21 дорожного объекта общей площадью 198 832 квадратных метра. Россия продолжает оказывать Абхазии комплексную поддержку в развитии и модернизации дорожной отрасли. Это способствует повышению комфорта и безопасности дорожного движения, а также снижению транспортной нагрузки в период туристического сезона. Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили Гудаутскую школу номер 4 имени Героя Абхазии Оскара Гвазава. В 2025 году за счет средств братьев Гвазава, Дмитрия, Аляса и Эдгара был проведен капитальный ремонт главного корпуса учебного заведения. В настоящее время на территории школы продолжаются работы по ремонту столового и актового зала, благоустройству прилегающей территории, а также строительству новой спортивной площадки. Гости ознакомились с ходом выполнения работы и обсудили перспективы дальнейшего развития образовательного учреждения, в частности, процесс повышения квалификации педагогического состава. Рады вас приветствовать. Спикер Лаша Ашуба и депутаты парламента встретили на абхазо-российской границе делегацию Республики Южная Осетия во главе с президентом Аланом Гаглоевым, прибывшую для участия в Международном экономическом форуме. Приветствуя гостей, Лаша Ашуба подчеркнул, что рад видеть их в Абхазии и отметил значимость сложившихся между двумя братскими народами взаимоотношений. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поблагодарил за теплую встречу и выразил уверенность в том, что предстоящее мероприятие послужит дальнейшему укреплению межгосударственного сотрудничества. Лаша Ашуба, Алан Гаглоев и члены юго-осетинской делегации возложили цветы к памятнику погибшим добровольцам из Южной Осетии в Отечественной войне народа Абхазии. В церемонии возложения приняли участие депутаты парламента Республики Абхазия Тимур Шергеля, Тимур Бея, Бадрик Пиля и Галуст Трапезанян. Рабочая встреча абхазских предпринимателей, собственников малых средств размещения с представителями российских турагентств состоялась в отеле «Черноморская жемчужина» в Учимчире. Встреча проходила в рамках Международного экономического форума «Абхазия. Инвестиции в будущее». На встрече состоялась церемония подписания ряда договоров и соглашений. Айлита Рутинян знает подробности.
Основная программа Абхазского экономического форума еще не началась, но в Очамчире уже проходят бурные дискуссии и обсуждения. Здесь в четверг на базе отеля «Черноморская жемчужина» прошла рабочая встреча по вопросу малых средств размещения. Министр туризма Абхазии Астамурлогу отметил важность повышения уровня вовлеченности малых ательеров и их дальнейшего развития. Это стало ключевой темой рабочей встречи по вопросу малых средств размещения в Очамчире. Он выразил удовлетворение тем, что форум привлек большое количество гостей, вызвав интерес в Абхазии, Российской Федерации, в том числе в Армении. Сегодня же, конкретно сегодняшняя задача, это познакомить турагентов из Российской Федерации с представителями, хочу очень конкретно сказать, малого бизнеса в сфере туризма, малых ательеров, имеется в виду с небольшим номерным фондом. У нас, к счастью, большие отели заполняются очень быстро, хорошо продаются, гости сюда едут, но есть проблема с заполнением малых отелей. Вот поэтому мы конкретно встречу в рамках B2B формате проводим сегодня, чтобы агенты напрямую работали с ательерами. И очень надеемся на то, что они подпишут контракты, продадут свои номера и получат большое количество гостей в этом сезоне. Участники встречи обсудили, как помочь частному сектору подтянуться до высоких стандартов, которые теперь диктуют обновленная логистика и открытый аэропорт. Поэтому для местных предпринимателей форум – это шанс выйти на новый уровень. Развитие республики как современного курорта невозможно без учета интересов местного предпринимателя. Здесь презентованы интересные проекты, вот новые, это агрегаторы бронирования, это система управления внутренняя абхазская. Да? Мы сейчас говорили о том, что создалась православная миссия, такая организация, которая организованно из Российской Федерации будет привозить туристов. Это называется направление развития религиозного туризма. И для нас это очень важно, паломнический туризм. Поэтому мы хотим их объединить с ассоциацией экскурсоводов Абхазии, чтобы наши ребята, которые в ассоциации состоят, получили работу. В рамках рабочей встречи представили брендбук Абхазии. Он разработан нижегородской организацией «Центр 800». Астамурлогу отметил, что брендбук необходим для раскрытия потенциала страны, ее презентации. В нем используется понятие «апсуара» – то, что отличает Абхазию от других причерноморских стран. Разработчики представили слоган для внешней и внутренней аудитории, специальный шрифт, графические элементы, логотип. Сегодня же я могу с большой долей, с большой уверенностью, правильнее будет так сказать, отметить, что нижегородские коллеги, думаю, что сегодня могут сдать экзамен по апсуара без шпаргалки, потому что они проделали очень большую работу. Я видел материалы, книги, которые мне до этого не попадались по апсуара, понимаете, да? То есть это большая работа, за которую я хочу в первую очередь вас поблагодарить, друзья. Создатели взяли интервью у представителей абхазского бизнеса, деятелей культуры и диаспоры в России, научной интеллигенции о том, как они хотели бы позиционировать свою страну и свой народ в мире. Бренд – это, конечно, далеко не только логотип, и вообще не столько логотип, сколько это большой визуальный язык, на котором территория разговаривает с миром, причем с внешней аудиторией, с внутренней аудиторией, поэтому обязательно было необходимо провести большую подготовительную работу с точки зрения определения смыслов, на которые будет строиться этот бренд. То есть у нас были большое количество фокус-групп, интервью, исследований с представителями совершенно разных сфер Абхазии. Также в рамках мероприятия были подписаны ряд соглашений. Среди них инвестиционный договор между республиканским унитарным предприятием «Объединение пансионатов курорта Пицунда» и обществом с ограниченной ответственностью ТЭС о создании санаторно-курортного лечения на базе поликлиники курорта Пицунда. Поликлиника будет отремонтирована, оснащена современным медицинским оборудованием. Наши туристы будут отдыхать не только морским морем пользоваться, но и будет дополнительное лечение. Сегодня после ковида это актуально, люди больше занимаются своим здоровьем. Также у нас разработана медицинская программа, несколько медицинских программ
это физиотерапия, кардиологическое направление и местный феномен писунская сосна выделяет фитонциды, которые благотворно влияют на органы дыхания, на легкие. Поэтому люди будут с удовольствием пользоваться, туристы наши. Государству важно найти модель симбиоза, а не поглощения, где конкуренция будет добросовестной. В перспективе это позволит сохранить за малыми средствами размещения статус души Абхазии. Главный вопрос повестки – как превратить огромный потенциал республики в стабильный и высокотехнологичный драйвер экономики. Сегодня туризм для Абхазии – это не просто курортный сезон, а долгосрочная перспектива суверенного развития. А предстоящий форум – отличная возможность показать потенциал республики. Айлита Арутинян, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Этим летом Росгорцирк вновь порадует жителей и гостей Абхазии своими представлениями. Российский музей современных искусств и музей Нестора Лакоба реализуют совместные культурные и образовательные проекты. А продукция абхазских ремесленников поедет в Башкирию. Все это станет возможным благодаря подписанным соглашениям между Минкультом и российскими организациями. Подписание договоров о сотрудничестве прошло в рамках Международного экономического форума «Абхазия. Инвестиции в будущее» в Национальной картинной галерее. В рамках Международного экономического форума мы подписали ряд соглашений. Соглашение между Министерством культуры и Росгорцирком. А второе соглашение было подписано между Министерством культуры и башкирским предприятием «Агидель», которое очень успешно долгое время занимается развитием народных промыслов. Также сегодня было подписано соглашение между директором нашего дома-музея Лакоба и Музеем современной истории России. Сегодня было подписано соглашение между нашим агентством развития креативных индустрий «Абарт» и также башкирской организацией, которая подписывала с нами «Агидель». Это соглашение, опять-таки, позволит нам говорить о том, что люди, уже ремесленники, наши производители продукции будут проводить некие коллаборации, которые позволят выставлять нашу продукцию в Башкортостане, и, соответственно, башкирская продукция будет выставлена на нашем абхазском рынке. Поэтому, я думаю, это очень успешные примеры, очень хорошие соглашения, которые сегодня были подписаны, и они дадут нам ощутимый результат в самое ближайшее время. Министр сельского хозяйства Беслан Джопуа и замминистра сельского хозяйства России Андрей Разин, который прибыл в республику для участия в Международном экономическом форуме, посетили цитрусовый завод в селе Пшап, который строится по программе льготного кредитования. Сдача объекта в эксплуатации планируется в этом году. Мы посещаем Республику Абхазия в рамках инвестиционного форума, который будет проходить в ближайшие дни. Большая насыщенная повестка. Ну и вот сегодня, пользуясь случаем, посетили одно из предприятий, которое планируется к открытию уже в этом году. Предприятие ориентировано на традиционный фрукт, это мандарин. Здесь будет реализована линия и по сортировке, и переработке, в том числе и производство соков. Видим, что это достаточно серьезные инвестиции, хороший настрой у собственников предприятия. И сегодня видим неплохие перспективы для дальнейшего развития. Поэтому сегодня мы работаем непосредственно с предприятиями, обсуждаем текущие вопросы, может быть, сложности. Ну а дальше уже с учетом опыта, полученного в рамках личного общения, начнем обсуждать это в рамках наших круглых столов. Целый ряд компаний, в том числе инвестиционных групп, заинтересованы в развитии отношений с Абхазской республикой. И думаю, что мы найдем здесь точки для взаимовыгодного сотрудничества. Глава ДНР Денис Пушилин прибыл в Абхазию на экономический форум. Делегация Донецкой Народной Республики примет участие в форуме «Абхазия. Инвестиции в будущее». На границе гостей встретил министр иностранных дел Абхазии Олег Барцец. В составе делегации представители правительства. Вместе с делегацией прибыл Ахра Авицба. Политическую стабильность как фундаментальную основу для инвестиций обсудили в Сухуме в рамках круглого стола, организованного по инициативе партии «Единая Абхазия». В мероприятии приняли участие представители различных политических партий, общественных организаций и гости из России. Репортаж Миланы Агарба.
В центре внимания участников круглого стола создание устойчивых условий для развития экономики Абхазии и привлечения инвестиций. Круглый стол прошел в рамках Международного экономического форума «Абхазия. Инвестиции в будущее». Сегодня мы хотим сделать открытый диалог с приглашенными лицами из Российской Федерации. Мы хотим донести до них, рассказать им, как мы видим тоже инвестиционный потенциал нашей республики. И как мы видим свое взаимодействие с нашими инвесторами. Для нас это главное, для нас Абхазия – это наша родина. Мы хотим ее развивать, мы готовы ее развивать. И вот сегодня хотим показать и рассказать, как мы это видим. Обмен мнениями станет основой для дальнейших конструктивных предложений. Российские инвестиции являются ключевым драйвером развития экономики Абхазии. Это связано с несколькими причинами. Российский бизнес работает в понятном правовом поле и использует знакомые деловые практики, общность исторического, культурного и духовного пространства. Поэтому транзакционные издержки и риски для российского бизнеса на абхазском рынке минимальны, отметил экономист Леон Кварча. Российские инвестиции создают в Абхазии условия для роста занятости, для увеличения налогооблагаемой базы, развития смежных отраслей бизнеса. Если мы говорим о государственных инвестициях, то межгосударственные, межбюджетные трансферты обеспечивают сбалансированность абхазского бюджета и содействуют реализации проектов в модернизации и восстановлении объектов социальной, инженерной, транспортной, энергетической инфраструктуры. Таким образом, российские инвестиции в Абхазию создают мультипликативный эффект и обеспечивают устойчивый вектор роста экономики. Участники встречи говорили о политической стабильности как ключевом факторе инвестиционной привлекательности. По мнению депутата Госдумы Дмитрия Савельева, фактор безопасности чрезвычайно важен, а инвестиции придут автоматически после того, как инвестор будет уверен в надежности своих вложений. Все в ваших руках. Уверен, что это можно сделать в достаточно короткий срок и, безусловно, достигнуть весомых, ощутимых результатов. Мы же со своей стороны Российской Федерации готовы сделать все для того, чтобы в этих целях добились. В рамках встречи были затронуты темы развития экономики, привлечения инвестиций и достижения политической стабильности. Мы, как законодатели, стараемся идти в ногу с необходимостью принятия тех законодательных актов, которые нужны бизнесу. И заодно мы сегодня имеем возможность здесь высказываться представители нашего бизнеса, которые желают какие-то, может быть, изменения в законодательстве для того, чтобы улучшить ситуацию на этом рынке, улучшить ситуацию с развитием нашего местного бизнеса. И в этом направлении мы послушаем, сделаем выводы и будем как законодатели помогать и развитию этого бизнеса. И самое главное, нам нужно достигать вопросы политической стабильности в нашей стране. Участники встречи едины во мнении, что основное внимание должно уделяться созданию инвестиционно-привлекательной среды для развития экономики, что позволит появляться новым объектам и субъектам рынка. В качестве одной из мер предложили заключить Конституционный пакт, соглашение, внедряющее международные стандарты защиты инвестиций в законодательство республики. Основой соглашения должно стать правило, которое гарантирует инвесторам стабильные налоги и законы, даже если в стране сменится власть или политический курс. Милана Агарба, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. Форум может стать реальным двигателем развития города, отметил мэр Сухума Тимур Агарба. На площади Свободы в Сухуме выставлена спецтехника, полученная от российских партнеров. Тимур Агарба подчеркнул, что это наглядная демонстрация результатов плодотворного сотрудничества. Наша задача не просто провести форум для галочки, а превратить каждую такую встречу в реальный двигатель развития нашего города для создания комфортной и благоприятной среды для жителей и гостей нашей столицы. Отношения Абхазии и России динамично развиваются. Мы это ощущаем на примере нашего города. Реализуется множество инфраструктурных проектов, проектов по благоустройству нашего города, в том числе и масштабные
полная реконструкция нашей набережной. Позади меня стоит техника и оборудование, которые были переданы нам в дар из Российской Федерации за последний год. Для нас эта помощь очень важна, так как это коммунальная техника, общественный транспорт, специализированный транспорт Министерства внутренних дел и кареты скорой помощи с современным дорогостоящим оборудованием. Уверен, форум станет еще одним импульсом для развития абхазо-российских отношений. В республике подвели итоги масштабного проекта «Гостеприимная Абхазия». Путь к финалу был непростым. Каждая идея оценивалась по строгим критериям. От экономической выгоды до реального социального эффекта. Из 1000 заявок прошли лишь 80 инициатив. Победителями стали 48 из них. Итоговая церемония подчеркивает статус события. В зале президент республики Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Гостеприимство – это наша культура, это отношение к людям, отношение к тому, что нас окружает. Столетиями Абхазию посещали люди, влюбленные в эту прекрасную землю. Но невозможно любить исключительно землю, не полюбив народ, который с распростертыми объятиями встречает каждого, кто приходит сюда с добром. Вы носители тех культурных традиций, заложенные нашими предками. Гостеприимство – то, что делало нас сильнее, то, что сохраняло нас в качестве народа. Дорогие присутствующие, конечно же, современное развитие туриндустрии требует новых подходов. Сегодня у нас появилась уникальная возможность, благодаря поддержке наших российских коллег, мастерской Сенеж, благодаря руководителю Андрею Анатольевичу Бетину и всей команде реализовать проекты, которые будут служить развитию нашей туриндустрии в целом. Конечно же, этот проект невозможно было бы реализовать без личной поддержки инициативы, проявленной Сергеем Владимировичем Кириенко, за что огромная благодарность за этот проект. Край наш просто замечательный. Спасибо вам, что вы с таким энтузиазмом и с таким рвением занимаетесь этим делом. Я вас, конечно же, прошу, я вас призываю отнестись очень серьезно и реализовать то, что мы наметили. Мы с вами прекрасно понимаем, что это уникальная возможность, и не использовать эту возможность мы не имеем права. Я вам с уверенностью говорю, что за каждым из этих проектов мы будем персонально наблюдать, поддерживать и, конечно же, плоды этой деятельности должны почувствовать не только граждане нашей страны, но и гости нашей республики. Хочу поздравить всех финалистов и победителей проекта, конкурса «Гостеприимная Абхазия». Бадр Зурабович, вы помните, как появлялся этот проект. Хочу сказать спасибо участникам проекта «Команда Абхазии», которые как раз предложили летом прошлого года конкурс «Гостеприимная Абхазия». Я хорошо помню, Бадр Зурабович, что мы тогда договорились, что будет 20 победителей этого конкурса, изыскали 20 миллионов на вручение призов, но несмотря на все стремление организаторов и жюри конкурса, они никак не смогли остановиться на выборе 20 проектов. Это оказалось невозможно, потому что каждый ваш проект был, знаете, пропитан не просто экономическими расчетами, обоснованиями, идеями. В каждый ваш проект была вложена частичка души, частичка вашего сердца. Была вложена ваша искренняя любовь к своей родной земле. Удивительные проекты, которые связаны с своими родными селами. Эти очень важные проекты, потому что мы с Бадром Зурабовичем часто обсуждали, что одна из важнейших задач
туристической сферы Абхазии – это показать гостям Абхазии, что есть не только удивительная прибрежная зона с прекрасным морем и замечательными пляжами, есть удивительные места в горах Абхазии, есть замечательная восточная Абхазия, до которой большая часть туристов не доезжает и просто никогда не видит этих красот, а расширение и географии, и туристического сезона, потому что земля Абхазии настолько богата, что здесь можно восхищаться и удивляться не только в летний сезон, но и круглый год. И ваши проекты действительно позволяют это сделать. Поэтому сегодня у нас большая честь вместе с Бадром Зурабовичем вручить дипломы победителям и дипломы о грантах $1 000 000 не 20, а 48 победителям. Бадр Агунба встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Бадр Агунба подчеркнул, что всегда рад видеть на абхазской земле представителей Братской Республики. Сегодня очень важно, что вместе с нами наши юго-осетинские братья в рамках проведения Международного инвестиционного форума перед нашей страной стоят серьезные задачи, которые определят будущее нашей страны, вектор развития. И в рамках этого форума мы очень надеемся, что уровень взаимоотношений между нашими государствами кратно повысится. Что такое кратно? Это, конечно же, то, что должно отразиться на жизни и деятельности наших граждан. Уважаемый Алан Эдуардович, мы уже порядком прорабатываем формы и методы взаимодействия в рамках данного форума. У нас будет подписание соглашения между таможенными ведомствами. Это не случайность, это как раз-таки сигнал и возможности юго-осетинских производителей, абхазских производителей открыть им возможность взаимодействия. Очень важным фактором сохранения нашего государства, конечно же, является экономическая безопасность. Знаю, что и вы, как руководитель государства, и наша команда в целом нацелена на реализацию такого рода проектов. В первую очередь, конечно, хочу поблагодарить за приглашение, за традиционно теплый кавказский братский прием. С учетом нашей истории, непростой истории, еще раз подчеркну, на нас накладывает особую ответственность. И сегодня с чувством братства, с чувством глубокого уважения и ответственности, с чувством долга, можно сказать, мы всей делегацией направились в Братскую Республику, чтобы поздравить с организацией, с проведением такого важного мероприятия и принять участие. Не могу не отметить, что мы с теплотой вспоминаем сентябрь 2025 года, когда солидная делегация руководства братской Абхазии приехала в республику, поддержала руководство республики, народ республики и приняла самое активное участие в проведении первого международного экономического форума, который мы провели в прошедшем году. Поэтому самым таким теплым, правильным, братским настроем мы добрались до наших братьев. Члены Общественной палаты, утвержденные президентом, совместно с членами Общественной палаты и избранными собраниями городов и районов Абхазии на пленарном заседании приняли решение о приеме в члены Общественной палаты 7-го созыва путем тайного рейтингового голосования 11 представителей от общественных объединений и объединений некоммерческих организаций. На участие в конкурсном отборе для избрания в состав палаты было подано 33 ходатайства. Сегодня закончилось формирование Общественной палаты 7-го созыва. Как говорили выше,
Оно проходит в 3 этапа. Первый этап – это список президента, 13 человек, утвержденные указом президента. Второй этап – это представители городов и районов Республики Абхазия. В этом году по новому закону проходили выборы. Сейчас уже те люди, которые представлены в районных и городских собраниях, не утверждаются здесь, они автоматически попадают в состав Общественной палаты. И третий этап сегодняшний был формирование из представителей общественных организаций. Также хочу напомнить, что согласно новым поправкам в закон, представители политических партий, уже сами партии не участвуют в выборах в Общественную палату. Выборы по третьей так называемой квоте в Общественную палату регулируются 3 нормативными документами. Это законом Республики Абхазия об Общественной палате, регламентом Общественной палаты и положением о выборах в Общественную палату. Согласно этим нормативным документам была избрана счетная комиссия, в состав которой прошли 5 членов Общественной палаты. Председателем был избран Джинжолия Умар Кокович. Я была избрана секретарем счетной комиссии. По итогам выборов, которые выборы были рейтинговые. Все кандидаты от всех общественных организаций были внесены в бюллетень. Их было 33 человека. Каждый член Общественной палаты имел право 11 голосов. По итогам рейтингового голосования прошли новые члены в Общественную палату, представители общественных организаций. 817,2 миллиона рублей таможенных платежей поступило в бюджет за первые 3 месяца 2026 года. План за один квартал выполнен на 94%, сообщает пресс-служба ГТК. В марте 2026 года при плане в размере 333,7 миллионов рублей таможенными органами начислено 336,7 миллионов рублей платежей. План за март выполнен на 101%. И в завершении выпуска о погоде. В пятницу 3 апреля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, гроза, местами возможен туман. Температура воздуха ночью 8-13, днем 14-19 градусов. Температура морской воды 11 градусов. Абриала Ухапя Хадыра, программа Хырк Шоу Пас Халп Хашуайт, Абзерас.